солнечной поступью и пока еще февральским ветром нас вновь занесло в самую яркую телестудию Республики Коми. На ваших экранах информационно-развлекательная программа «Студия 11». Начнем неделю с марафона позитивных сюжетов и интересных историй. Международный день родного языка. О том, почему так важно его отмечать. Модный приговор. Чем полезен стилист по подбору одежды? Феномен Василия Игнатова. Кто и как оживил эскизы костюмов к балету «Егморт». Давай обнимемся. Как часто вы произносите эту простую, но очень важную фразу? Как известно, объятия близкого человека – лучшая подзарядка. Они моментально снижают тревожность и нервное напряжение. Если избежать неприятных событий нельзя, попробуйте взяться за них после пары-тройки объятий. Вот увидите, станет намного легче. Кратковременный обмен душевным теплом способен значительно снизить уровень стресса. Ежедневная работа, домашние обязанности, решение бытовых вопросов – все это катализаторы апатии и плохого настроения. Не дать им шанса помогут обнимашки с любимым человеком или питомцами. Сегодня двойную порцию объятий заслуживают филологи и языковеды. С 2000 года 21 февраля отмечают Международный день родного языка. По данным ООН, в мире насчитывается около 7 тысяч языков, из них более 2500 на грани исчезновения. Родной язык – это не просто инструмент коммуникации, а еще важная связь между прошлым, настоящим и будущим малой Родины. Важные элементы ее культуры и самобытности. Поэтому, дорогие земляки, хочется обратиться к вам. Изучайте коми-язык, используйте его в быту и как можно чаще рассказывайте о нем в других регионах. До первых весенних деньков все меньше и меньше времени. Скоро на смену теплым зимним пуховикам мы достанем из гардероба легкие пальто и береты. Повезло, если весенний образ уже сложился, и вам не нужно бродить по магазинам в поиске новых вещей. А если столь идеальная история не про вас, то мой вам совет. В подборе сезонных образов обратитесь за помощью к стилисту. Анастасия, скажите, а почему людям все-таки стоит обращаться за помощью к стилисту для подбора образов? Сейчас это очень, наверное, необходимо, потому что много выходит трендов, всяких необычных вещей. И у нас сейчас масс-маркеты прям полнят кругом одежды, и люди покупают то, что им не надо, то, что будет лежать долго в гардеробе. И тут встает всегда вопрос, что мне надеть, одежды много, а одеть нечего. Тут лучше обратиться к нам за помощью. Ну, действительно, время идет, сезоны меняются, и что же нас ждет будущей весной? Что носить, что будет модно? Будущей весной нас, конечно же, ждут яркие цвета, это надо много прям сочности добавить. Актуальным будут цвета сиреневые, все оттенки желтого, розового у нас остается все так же в тренде. Из фасонов это необъятные такие оверсайз пиджаки, желательно с мужского плеча, красивые рукава бафами, воланами, чтобы воротнички все было. Очень много вырезов, всякие перья, стразы. Очень такая вызывающая немного будет мода, прям как говорить, что все, хватит грустить, надо быть яркими, интересными, необычными. Ну и все-таки акцент стоит делать на классических костюмах, я имею в виду девушек, или же на платьях, юбках или блузках, что все-таки приобрести себе на весну в большем количестве. У всех все будет всегда индивидуально. Нельзя сказать, что мы должны приобрести что-то именно конкретно, чтобы у нас всегда это было. Все то, что вы любите, должно быть комфортно. Если сейчас выйти на улицу и оглядеться, то можно заметить, что молодежь в основном носит спортивную одежду, такие мешковатые куртки, свитера, худи, те же самые штаны. И вот хочется все-таки видеть женственности, особенно в наших магазинах. Почему? Это мода или все-таки проблема определенного региона? Это и мода. Оверсайз сейчас, конечно же, моден. И проблема нашего региона. В нашем регионе все-таки холодно и осенью, и весной, и зимой. И хочется как-то себя больше укутать, больше почувствовать пространство, еще что-то под себя одеть, чтобы было теплее. И вот эти вот мешковатые спортивные костюмы, конечно же, очень спасают. Это комфорт, быстро бегать по сугробам, например, слякоть. Это очень будет всегда всем нам удобно. Ну вот как, например, из спортивного костюма сделать что-то элегантное? Что можно к нему добавить? Какое-то можно добавить хорошее пальто, такое женского кроя, но чтобы оно было прямым для нас.
А также, например, сделать необычный образ. Это если худи у нас будет с капюшоном, поверх можно надеть шляпу, сразу такой элегантный, взять хорошую сумочку, и пальто тоже это же накинуть. Это уже будет другой образ и будет смотреться интереснее, а не просто как спорт, там шик, вот это все, что мы любим. И также очень интересно можно будет одевать воротнички, которые добавят уберет вот эту вот спортивную грубость и добавит немножечко нам женственности все-таки. Вот, к слову, о минимализме. Если говорить о цветах, вы сказали, что в моде будут яркие оттенки, но некоторые предпочитают все-таки вещи в такой мелкий узор, в цветочек, в горошек. Сложно ли подбирать одежду именно с таким принтом? Все должно быть гармонично, даже с принтами. Как говорится, подобное повторяет подобное. И даю маленький лайфхак, как подобрать тот самый принт, например, горошек или сережки, по объему. Например, горошек мы всегда будем выбирать по объему ваших глаз. Если у вас большие глаза или пухлые губки, то и горошек должен быть соответственно большим. Очень интересно. И вот есть в моде такое понятие, как капсула. Немногим оно знакомо, но тем не менее это очень важно для нашего гардероба, потому что это базовые вещи, и когда у тебя есть готовая капсула, ты не думаешь, что надеть завтра, послезавтра, всегда в голове складывается какой-то образ. И вот как же ее собрать? Вот пару советов. На самом деле это все очень легко с нам собрать будет. Всегда следуем правилу. Начинаем всегда снизу. Сперва собираем несколько низов. Да? Это одна юбка, одни брюки, одни джинсы. Дальше идет обувь, к ним подбираем, чтобы все гармонично уходило. И выше собирается несколько верхов. Также включается пальто и верхняя одежда. Главное, чтобы все миксовалось с нижней частью, с обувью, чтобы все подходило, и он будет служить очень долго. Да? Вот, например, если сезонная, вам хорошо прослужит, там, например, целую весну ваша капсула собрана. Да? Там взять, например, даже одно платье комбинация, его можно смиксовать рубашкой, футболкой, пиджаком с рубашкой, и это уже будет много образов. Спасибо большое, Анастасия, за советы. Уверена, модных жителей Коми станет намного больше после нашей программы. Очень надеюсь, что немножечко помогла жителям нашего города, чтобы они были модными, стильными, индивидуальными и красивыми. Всем спасибо. Еще одна любопытная новость из мира моды. Правда, на этот раз театральной. Эскизы костюмов первого национального балета «Егморт», выполненные коми-художником Василием Игнатовым, легли в основу уникального проекта «Живые линии». Воспитанники Дома культуры деревни Новик-Бош и Краеведческий музей села Устюса выпустили видеоролик, где продемонстрировали яркие образы, которые когда-то были лишь частью изобразительного искусства. Проект, кстати, приурочен к столетию Василия Игнатова. Давайте посмотрим на эту красоту вместе. Мирные протекали дни в Коми селения. Суровая зима сменялась весной, а за ней наступило красное лето. Пришла пора благодарить солнце за теплые лучи, и завели девушки шумный хоровод. Закружилась в нем и прекрасная Райда, дочь деревенского старейшины Оксы. Была она красива, волосы в длинных косах ее были цвета золотой ржи, а улыбка ее сияла, как яркое июньское солнце. Подарил отец Райде ожерелье, что принадлежало когда-то ее матери, которую 16 лет назад похитил Ягморт. Пусть девушка сбережет память о любви отца и матери. Не мог не видеть красы Райды молодой охотник Туган, и юная Райда влюбилась в удалого Тугана. Но недолго смогли они радоваться счастью. Грозной бурей налетел Ягморт. Долго бушевал он, рушил деревни и села, бил скот и людей. И увидел он среди несчастных прекрасную Райду и захотел получить ее себе. Окаменели подруги Райды. Приблизился ужасный Ягморт к девушке, поймал ее взгляд, схватил красавицу и унес с собой.
недоступной глуши затерялось логово Ягмурта. Повелел злодей своей подруге Йоме следить за Райдой. Жестокая и ревнива злая ведьма не дает покоя Райде, просит выйти замуж за Ягмурта. Но свежа память девушки о нежных руках Тугана, о теплом взгляде, а с ней живы и любовь, и надежда. Да, нам, девушкам, такие наряды хотелось бы видеть не в телевизоре, а в своем гардеробе. А что, этностиль всегда в моде. А еще в моде смотреть нашу программу. Студия 11 вернется к вам через пару мгновений. Приветствуем всех по ту сторону экрана. Вот мы и приоткрыли дверь во вторую часть нашего выпуска. Вот что ждет вас в ближайшее время. Барбершоп. Что еще интересного, кроме стрижек, есть в мужских парикмахерских? Для детей и не только. Какие советские и российские мультфильмы больше всего любят жители столицы Коми? Чукотка – край, где суровость и непередаваемая красота сливаются воедино. Чисто мужская территория. Казалось бы, мест, предназначенных только для представителей сильного пола, в наше время уже не существует. Однако нет. Многие десятилетия к ним относятся мужские парикмахерские или барбершопы. Девушки появляются там разве что в роли мастеров, да и то довольно редко. Мне повезло. Накануне я посетила одно такое заведение в Сыктывкаре и узнала, что такое барбер-индустрия сегодня. Сергей, расскажите, пожалуйста, чем же интересна профессия барбера? Во-первых, кто это такой и чем она отличается от обычного парикмахера? Барбер отличается от парикмахера в первую очередь тем, что он умеет и работать с бородой. Это первое. Второе, классификация все-таки в том, что специализируется исключительно на мужских стрижках. Зачастую в барберы идут девушки. Правильно ли это? Или все-таки барбер – это чисто мужская стезя? В последнее время девушек все чаще и больше появляется в нашей профессии. Да, желание у них огромное, но они сталкиваются с тем, что женщин на работу не берут. Связано это с тем, что давненько, в какие годы не скажу, не было салонов красоты, не было парикмахерских, были только цирюльни. То есть женщины растили косы, мазали щеки свеклой и были красивые так, сами по себе. А мужики уже ходили непосредственно к специалистам, цирюльникам. В России цирюльники, во всем мире барберы. Относительно России, если разговаривать, то в послевоенное время мужчин стало поменьше. И женщины начали идти в профессии абсолютно все. И на заводы, и парикмахерские, и куда угодно. Многих интересует, необходимо ли получать дополнительную квалификацию для того, чтобы стать барбером? Вот расскажите вашу историю, как вы начинали. В нашем городе открывался первый барбершоп, это был 16-й год. Опять же, девушек туда не брали, за исключением от моей знакомой. Мы встретились с руководством и поехали в другой город. Это было франшизное заведение. Мы поехали в головной барбершоп в город Ижевск. И ребята нам показали, как брить. Опять же, стрижки, классификацию. Там, понятное дело, парикмахер и барбер. То есть, производная-то одна и та же. Вот нюансы в плане инструментов, в плане бритья, дополнительные услуги и навыки. И, в принципе, все. Есть, наверное, такой стереотип. Многим кажется, что работа с мужчинами, именно стрижки мужские, они не такие разнообразные, как женские. Но так ли это? На самом деле так. И разница заключается в том, что мужская стрижка намного сложнее техническая. То есть у женщин, да, разнообразие очень большое, плюс, опять же, окрашивание, колористы, прически, стрижки. Да, ассортимент побольше. У мужчин не такой большой выбор, но именно разница именно в том, что тут работа на качество и точка мастерства. То есть каждая последующая стрижка должна получаться лучше. За то время, как я вообще, в принципе, пришел в эту профессию, да, мужчины стали больше уделять себе внимание, своему внешнему виду, стилю и, в принципе, стали более красивые, что ли. Барбершоп – это то место, куда мужчина приходит обычно не только постричься, но все-таки отдохнуть и душой, и телом, расслабиться, потравить какие-то байки или посмотреть
футбол в компании, выпить кофе, например. И вот у тебя в твоем барбершопе очень интересный дизайн. Вот нельзя это не отметить. Где-то висят кепки, где-то висят красивые такие ретро-плакаты. Вот расскажи подробнее, почему именно такой дизайн интерьера вы выбрали? Насчет дизайна не могу сказать, почему конкретно так получилось. Ну, я так увидел человеку, клиенту, гостю, не клиенту, гостю. А здесь действительно спокойно, хорошо и уютно. А может ли кто-то принести что-то свое? Да. Тут примерно треть всяких интересных штуковин. Это люди мне приносили, кто привозил из разных стран, кто там старые те же самые плакаты принес. Как гараж. Вот мужицкий гараж. Почему? Раньше, года 70-е, 80-е, не было же ни баров, ни клубов, ни каких-то вот таких заведений, где можно было собраться с друзьями. И мужики ходили друг к другу в гаражи. И там как раз у кого музыкальные инструменты, у кого там машина полуразваленная стоит. И не всегда же там машины чинили. То есть ребята там проводили время в кругу своих друзей. И здесь, в принципе, я хотел изначально добиться такой же какой-то вот атмосферы, чтобы клиент не чувствовал себя клиентом, а чувствовал себя гостем, приятелем. А нашим телезрителям, мужчинам, в особенности мужчинам, хочется наверняка узнать, какие же стрижки ближайшей весной, а она не за горами, будут модными. Мода, она же очень изменчивая и зачастую циклична. Мало кто соответствует ей. То есть хорошая, правильная стрижка заключается в том, не то, что модно, а что тебе подойдет. Не всегда то, что модно, комфортно человеку. Но в любом случае эксперименты тоже могут быть в вашей жизни. Главное, не бойтесь, приходите в барбершоп и преображайтесь. Спасибо вам, Сергей, за интервью. Спасибо вам. Желтые люди, мода на пончики, а еще путешествия в далекое будущее. В мультипликационной вселенной создателем этого в свое время стал известный американский художник Мэтт Грейнинг. Это его «Симпсонами» и «Футурамой» мы засматривались все детство. Но какими бы интересными ни были американские сюжеты, мы с удовольствием включаем наши отечественные анимационные картины. Жители Сыктывкара поделились с нами, какой, по их мнению, советский или российский мультфильм стоит точно посмотреть. Какой у вас советский или российский мультик вам больше всего нравится? Какой же? Ну, погоди. Почему? Веселый, задорный и такой оптимистичный. Винни-Пух. Почему? Добрый. Карлсон. А почему? Ну, смешной. Красная шапочка. Только ну погоди, больше ничего не помню. Ну, погоди. Почему? Потому что это советский мультфильм. Бременские музыканты. Прекрасный мультик. Еще очень, ну погоди, мы прямо все серии просмотрели. Ну, погоди. Почему? Ну, потому что юмор. А что бы советовали посмотреть вот нынешним детям? Только советские мультфильмы. И все. Старые советские. Старые русские народные сказки. Они очень не эмоциональные, они очень добродушные, очень желательные для души. Вот «Репку» бы посмотрели, как мужик с медведем дружил. Старые мультики времен Советского Союза. А почему? Там есть смысл. Простоквашино. Хороший тоже. Добрый мультик. Вообще, нынешним детям посоветовала бы смотреть все советские мультики. Жил-был пес. Леопольд. Да, ребята, давайте жить дружно. Вечная мерзлота, ветер, вьюга и вместе с тем величественная природа, от которой захватывает дух. Чукотка. Как же немного нам о ней известно. Красота ее северных широт доводит до мурашек, а мысли о том, как же люди справляются с такими суровыми условиями, не дают покоя. И если отправиться на Чукотку прямо сейчас мы не можем, то посмотреть на этот необычный край вполне.
Пробрала ваше тело морозная дрожь? Ну ничего, мы поможем согреться. На сегодня студия 11 завершает свой марафон позитивных сюжетов за очередной порцией солнечного настроения. Приходите к нам завтра. Хорошего дня. Пока-пока.